Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Уважаемые участники сегодняшнего заседание будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Джолдошева Руслана Кеңешевича и ввиду отсутствия возражений со стороны постоянного представителя Джоур Кеңеша Кыргызской Республики в Конституционном суде. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Джолдошева Руслана Кеңешевича в интересах Шакировой Тынар Дюшеевны о проверке конституционности части 6 статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бобукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шаршиналиева при секретаре судебного заседания Мамыталы Кызы Камилы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны Джолдошев Руслан Кенешевич. Со стороны ответчика постоянный представитель Джоур Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Исранов Самат Кыштобекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Жолдошбеков Абасбек Жолдошбекович. Представитель Совета судей Кыргызской Республики Бердимуратов Чингизбек Муртазакулович. Постоянный представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Джархымбаев Аязбек Долузбекович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Документы. Так, уважаемые коллеги, прошу изучить документ, удостоверяющий личность. Так, Джолдошев Руслан Кеңешевич, пожалуйста, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы. Я Джолдошев Руслан Кенешевич, 6 ноября 1961 года рождения. Являюсь адвокатом коллегии адвокатов Первомайского района города Бишкек. Проживаю в городе Бишкек. Присаживайтесь. Сранов Самат Кыштобекович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе. Саламатар. Я Сранов Самат Кыштобекович. Место работы постоянный представитель Джоур Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики. Адрес регистрации город Бишкек и год рождения 5 мая 1987 года рождения. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения. Проживаю. Постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде. Джолдошбеков Алмазбек Джолдошбекович. Здравствуйте, уважаемые судьи. Джолдошбеков Абасбек Джолдошбекович, 21 февраля 1999 года рождения. Проживаю по адресу город Бишкек. Работаю старшим референтом отдела по работе с законодательством аппарата Верховного суда. Присаживайтесь. Бердимуратов Чингизбек Муртазакулович. Саламатар. Бердимуратов Чингизбек Муртазакулович, 19 января 1988 года рождения. Проживаю по адресу город Бишкек. Работаю председателем Первомайского районного суда. В данное время сюда пришел от Совета судей по доверенности. Хорошо. Присаживайтесь. Джархымбаев Аязбек Долузбекович. Доброе утро. Джархымбаев Аязбек Долузбекович, 28 января 1977 года рождения. Проживаю по адресу, являюсь директором Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции. Присаживайтесь.
Уважаемые судьи, есть вопросы по документам? Это да. Так, уважаемый Джулдошев Руслан Кенешевич и Сранов Самат Кыштубекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающая сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявлять отвод судье или судьям. Руслан Кенешевич, вам понятны ваши права и обязанности? Микрофон включите, у нас ведется стенограмма. Да, понятно. У вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, У вас есть дополнительное ходатайство? нет. Присаживайтесь. Самат Кыштубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. У вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет ходатайства. Отвод нет. Ходатайство есть дополнительное? Нет. Присаживайтесь. Переходим к рассмотрению дела по существу.